На Волжский комбайновый завод прибыла первая партия опытных образцов тракторов малой и средней мощности из Индии. Такие же совсем скоро будут собирать на чебоксарском предприятии уже наши, чувашские рабочие. В рамках специального инвестиционного контракта СПИК 2.0 к концу года из цеха должны выйти 5 сотен машин. Дальше больше. Обкатать на заводе новенькие тракторы индийского производства рабочим помогла моя коллега Екатерина Храмкина. Так называемый садоводческий трактор. Он более узкий и позволяет проехать между рядами деревьев. В Минпромторг России и из федерального Минсельхоза даже поступил запрос на такие машины. Мол, в них нуждаются сельхозтоваропроизводители, которые выращивают яблоки и виноград. Также ТКС-90 используют в теплицах, поэтому здесь он представлен без кабины, но при желании ее могут поставить. Неплохо. Кроме ТКС-90 на Волжский комбайновый завод из Индии прибыли ТК-90 и ТКС-75. Это колесные тракторы с мощностью двигателей от 40 до 90 лошадиных сил. Всего более 50 машин. Сейчас на предприятии идет их тщательная проверка. Прежде чем вводить машину в эксплуатацию, ее обязательно обкатывают на заводе. Испытание надо провести 4-5 часов, моточасов. Передний мост, задний мост, все обкатываем, коробку, все проверяем. Но первое впечатление очень хорошее, очень удобно. Сделано для механизатора, очень удобно. Климат-контроль, все есть. По сравнению с другими, маленький, компактный, мощный трактор. Это первые трактора, пробная партия, которая приехала для того, чтобы мы ее раскидали так по Российской Федерации в разных климатических зонах, для того, чтобы понять, какие именно еще требования мы должны попросить наших индийских партнеров учесть при локализации этих тракторов в Российской Федерации. Индийские партнеры – это компания ITL, один из крупнейших в мире тракторных заводов, который выпускает более 100 тысяч машин в год и экспортирует свою продукцию в 140 стран мира. У индийской компании уже есть опыт организации подобных сборочных предприятий в других странах – Алжире, Бразилии и Турции. А теперь будет и в России. Используя их технологию производства полного цикла на базе Волжского комбайнового завода, в Чебоксарах уже этой весной начнут собирать колесные тракторы малой и средней мощности. Согласно СПИКу 2.0, здесь должны будут выпускать не менее 3000 машин в год. Таким образом, до 2033 года в Чебоксарах должно быть локализовано порядка 80% производства этих тракторов. В этом году мы будем с апреля месяца мы начнем крупноузловую сборку. На следующий год у нас планируется полная локализация кабины. Ну и пошли по годам локализация переднего моста, трансмиссии, сборка двигателя. Сборку двигателя мы планируем осуществить с двумя партнерами на территории Российской Федерации. Сейчас с ними также ведутся определенные переговоры. Пока здесь ждут прибытия индийских специалистов, чтобы еще на начальном этапе исключить какие-либо ошибки в процессе производства. В то же время на заводе уже сформирована группа рабочих, которые сами отправятся на обучение в Индию, чтобы перенять опыт партнеров и обеспечить в итоге такое же высокое качество производимого продукта. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.